Насилие в отношении женщин имеет свои пагубные последствия как для семьи, в которой это происходит, так и для гармоничного роста и развития того или иного социума. Дискриминация и стагнация в отношении женщин недопустимы, говорит общественность во всем мире. В связи с этим проводятся различного рода мероприятия против насилия. Как предотвратить это явление? Как бороться с ним? Как помочь женщинам, которые от этого страдают? Как помочь мужчинам, которые не справляются со своими эмоциями? Об этом и о многих других аспектах гендерного неравенства говорилось на днях в Камрате со студентами педагогического колледжа, специалистами миссии ОБСЕ Республики Молдова и общественной организации «Гендер-центр». Начинается международная кампания «16 дней борьбы с насилием над женщинами, с насилием в семье», которая продлится до 10 декабря, чтобы четко выразить вот эту связь между борьбой с насилием в семье и борьбой за права человека. Потому что, к сожалению, сегодня феномен насилия, он есть в нашем обществе, а насилие в семье – это прямое нарушение прав человека. Очень важно, отмечают эксперты, чтобы молодежь и особенно будущие педагоги и социальные работники были максимально информированы о способах насилия в отношении женщин, о случаях насилия в семье. Вооруженные знаниями они смогут не только защитить себя, но и будут носителями того, как избежать дискриминации и стагнации, чтобы в этих вопросах было меньше жертв. Эта информация нам сегодня очень поможет, так как есть в стране новые постановления, новые законы, которые нам подскажут иной раз, какие есть права у каждого человека в семье, и что каждый человек имеет быть правозащищенным. Надо говорить молодежи о том, как бороться с данной проблемой, потому что, несмотря на то, что многие, может быть, и скрывают, но тем не менее, потом это когда-то узнается, что когда-то кем-то было в семье произведено насилие, и это отражается на детях, на будущем данного человека. Директор педагогического колледжа Мария Танасович отметила, что руководимое ею учебное заведение тесно сотрудничает с неправительственными организациями в вопросах информирования студентов касательно изучения ими своих прав, чтобы потом во взрослой жизни они могли их с пользой применять. Эти проекты, они направлены на то, чтобы дать нашим студентам возможность знать очень хорошо о своих правах, использовать эти права. Ну и в целом-то не только ради знания это делается, а ради того, чтобы они могли это использовать в своей повседневной жизни. Тренинги по предотвращению гендерного неравенства в последнее время в гагаузской автономии проводятся довольно часто, впрочем, как и по всей стране. Его организатором в партнерстве с миссией ОБСЕ в Республике Молдова выступила общественная организация «Гендер-центр».